Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет и что случится с вами с минуты на минуту, со дня на день, чем удивят и чем порадуют ближайшие минуты, часы и дни. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка готова. Смотрите, какой верблюд. А на верблюде кто-то сидит, корона на голове. Ой, чувствую, ждет вас какая-то необычная встреча, да, либо какое-то очень необычное знакомство. Угу. Какой-то, знаете, вот как человек, который все может, у него все есть, там, у нее все есть. Это, кстати, может быть и женщина. Человек на верблюде — это прям с достатком, при деньгах. И этот человек, смотрите, слева направо держит путь. Буквально к вашей линии жизни подошел. Возможно, этот человек сыграет ключевую роль в вашей жизни и судьбе. Возможно, человек поможет вам изменить вашу жизнь, изменить вашу реальность. Тем более у человека есть все. Есть верблюд, достаток, есть корона. Это символ власти. Так, мои хорошие, делайте, что хотите, но обязательно знакомьтесь, общайтесь, не стесняйтесь, не избегайте новых общений, новых знакомств. Это ваши новые возможности, очень крутые возможности. Возможно, вы впервые на моей отсыпке и сами удивляетесь, что я тут делаю. Но вас, скорее всего, ангелы привели, чтобы вас предупредить. Не упусти большой, великий шанс, я бы даже сказала, в своей жизни. Этот человек может все. И если вы понравитесь этому человеку, либо найдете с ним общий язык, с ней, то ваша жизнь действительно круто поменяется. Горы уйдут. А горы — это прям серьезные проблемы. А горы здесь высокие, непреодолимые. Но тот, кто в короне, кто на верблюде, он может все. Любую гору может снести с вашего пути. Да, очень необычное знакомство вас ждет. Дальше, мои милые. В самом корне рисунка показана очень сложная и запутанная ситуация. Как будто бы вы в какой-то паутине запутались. И чем больше вы пытаетесь выбраться, да, тем сильнее эта паутина прилипает, и тем сильнее вот как натягиваются, да, струны этой паутины. Очень тяжелая ситуация, и кажется, что из нее уже не выбраться. Вы тут и про пятерку уже думаете, и думаете: пропадаю, да, все, никто мне не поможет, не вытащит. Но помощь придет, обязательно придет, и вы этой помощи, пожалуйста, дождитесь. Уже спешит человек, который станет вам помогать. У человека, ну вот, силы есть, либо опыт есть, а может быть, человек, в принципе, такой, знаете, отчаянный, ни одной паутины не побоится. К вам спешит человек на помощь, самый неожиданный человек, потому что с левой стороны, скорее всего, пятерка, потому что вы кого-то уже просили о помощи, а люди отвернулись, люди проигнорировали, либо люди сослались на какую-то суперзанятость, да, ну вот некогда нам, да, мы не умеем, нам некогда, отстань. Вот, поэтому помощи вам уже ждать неоткуда, да, пятерку себе нарисовали и сказали, что ах, паразиты, я вам всегда помогала. А как только вот мне понадобилась помощь, так вы все нос воротите. Но вот видите, с левой стороны человек спешит к вам на помощь, уже где-то рядом. Да, помощь придет оттуда, откуда не ждали. И из паутины вы точно выпутаетесь, все будет хорошо. Дальше. Здесь показывают какую-то троечку, которая вдруг решила преобразоваться в двоечку, да, так переодевается в воздухе. И не тройка я вовсе, а двойкой быть хочу, да, ты ко мне присмотрись. И это какой-то хорошо знакомый вам человек. Человек, с кем вы либо в дружеских отношениях состоите, либо общаетесь, может быть, там по работе, по соседству, в одной компании находитесь. То есть вы в этом человеке никогда не видели
ну как будущего партнера, да, человек ни сном, ни духом никогда не проявлялся в вашу сторону. Но общение было только лишь лайтовое и только лишь дружеское, приятельское. И тут этот человек ни с того ни с сего такие вот, знаете, намеки вам начнет делать, начнет вам так уделять внимание, что там точно не ошибешься, да, с какой целью. И это шок. Шок, кстати, будет не только у вас, но и у всех тех, кто вас двоих знает. Люди скажут: ничего себе, как такое может быть, да? Человек в моменте просто вот переобулся и начал ухаживать. Ну, тут с правой стороны ситуация. Возможно, как бы да, это и есть судьба. А возможно, человек к вам действительно присматривался. Может быть, у человека проблемы в жизни были. И чтобы вас не отягощать своими проблемами, да, человек к вам и не подходил, не намекал. Ну, а теперь, я так понимаю, все решилось, все случилось. У человека развязались руки. Может, человек там в отношениях был, да, и хотел выйти сначала из отношений, чтобы потом уже ухаживать за вами. Но с правой стороны это будет все-таки приятно, да, неожиданно, но приятно. Может быть, этот человек вам нравился, может, вы на него смотрели и думали: о, какой симпатичный мужчина, либо какая симпатичная девушка, да, ну вот не обращает на меня внимания, ну, как бы досадно, да ладно, да, а тут на тебе такой неожиданный поворот событий. Слушайте, ну пусть ухаживает, конечно, если вам это приятно, если это с вашей, с правой стороны, вам на благо, как говорится, да, пусть будет, конечно, почему бы и нет. Возможно, вот у вас начнутся отношения, конфетно-букетный период, ну, пусть будет, конечно, пусть будет. Так, еще вижу какую-то головоломку, и эта головоломка, как головомойка, да, тут придется, конечно, посидеть, покорпеть, но с другой стороны, вы ведь такой человек, что вы не отступите. Да, вы можете нервничать, там, психовать, на время откладывать, а потом возвращаться. Но это как вызов, да, такой вот прям вызов. А ну-ка, сможешь, не сможешь, будешь, не будешь. Слушайте, но вы разберетесь, и еще я вижу, что кого-то другого потом будете учить, может, даже не одного человека. Что делать, как решать эту головоломку. Ну, вы вообще молодец, да, сильная личность. Вот этот ваш напор, как не могу сдаться, да, совесть не позволяет сдаться. Да, вы многого добьетесь, далеко пойдете. Так, еще вижу, что какая-то беда стороной вас обходит. Беда, неприятность, может быть, но больше, конечно, на беду похоже. Стороной обходит. Стороной. Тут либо ангел вас крылышками своими закроет, то ли вы, может быть, какую-то молитву прочитаете, в храм зайдете, а может быть, вы какой-то очень благородный поступок совершите. И высшие силы скажут: ну нет, такой человек хороший, да, благородный, не надо ему неприятностей, да, и отведут. Показано, что беда пройдет стороной. Либо если что-то и случится такое неприятненькое, но оно очень мягко случится, да, то есть могло бы быть очень плохо, но у вас вот как-то, знаете, ну чуть-чуть там дотронется и все, и уйдет. Я не вижу, чтобы вы расстроились, чтобы вы переживали, нет, вообще не вижу. Наоборот, вы будете как-то удивлены, скажете: ничего себе, так мягко, да, и ничего страшного не произошло. Так, еще показывают ваш разговор с кем-то. Ну, скорее всего, по телефону будет разговор. Хотя, может быть, и лично. Но больше, наверное, по телефону. Почему? Потому что вы сначала долго слушаете, а потом вы долго говорите, да? То есть, возможно, человек к вам обратится со своей проблемой, будет вам рассказывать свою предысторию, историю, да, что вот итог имеем. А потом вы будете этого человека консультировать, да, и объяснять, что там делай так, либо не делай так, поступи вот по этому плану, да, вот тебе подсказка, вот тебе совет друга. Ну да, как-то так мне идет. Дальше. Столкнетесь с чем-то необъяснимым. Вот, может, не у всех отыграется, но у кого-то точно отыграется. Здесь может быть какое-то, знаете, явление, проявление. И даже могут какие-то голоса быть, да, вот как вас кто-то позвал, либо какой-то стук, либо какие-то шаги. Может, вы в таком состоянии пограничном будете находиться, да, вот когда человек дремает, состояние между бодрствованием и сном, да, вот пограничное состояние. А может, вы вот в обычной жизни, обычными делами занимаетесь, и что-то такое можете услышать и увидеть.
ну вот, ощутить даже кто-то может, там, прикосновение можете ощутить. Смотрите, я вас умоляю, не пугайтесь, не пугайтесь, я вижу, что это родная душа. Душа человека, который при жизни любил вас больше всех на свете. И эта душа, ну, наверное, в предпраздничные дни, да, получила такое разрешение побыть с вами рядом. То есть это не какой-то потусторонний дух, это не какая-то потусторонняя сущность, это не происки зла. Нет, это больше похоже на родную душу. Родная душа, которая рядом, родная душа, которая, возможно, пришла вас о чем-то предупредить, либо душа, которая видит, что вам тяжело, может, поддержать вас пришла. Ну вот что-то увидите, услышите, мне идет, и ощутите, да, у кого-то даже ощущения могут быть. Не бояться, не бояться. Смотрите, если вы боитесь, вы сразу закрываете все каналы связи. И душам очень трудно в нашем материальном мире проявляться. То есть это требует колоссальной энергии, колоссальных усилий. Вот, не закрывайтесь. Вас опять же предупреждают, что душа с добром придет. Ну, любящего вас больше всего на свете человека душа придет. Не кто-то чужой посторонний, не кто-то, кто желает вам вреда. Ну вот идет мне такой момент. Дальше показывают ворону и показывают голубя. Да? Смотрите, вот она, ворона сидит, а вот он, голубь, летит. Ворона сидит, голубь летит. То есть плохих новостей будет меньше, хороших больше. Либо, если был какой-то конфликт, какая-то конфликтная там ситуация, да, неприятная ситуация, то все закончится миром. Вы договоритесь, поговорите, по рукам ударите, объяснитесь. Я не знаю, может, не будете объясняться, просто, да, улыбнетесь друг другу, и все будет понятно, все будет ясно. То есть все закончится хорошо. Ворона сидит, голубь летит. Дальше. Вижу вас под каким-то странным деревом, и на это дерево вы хотите залезть, что ли. Да, у вас попытки залезть на дерево. Но дерево, знаете, на что похоже? На какую-то пальму. Да, у них такой вот прям ствол, да, и ствол достаточно гладкий, да. Сложно на пальму залезть, и требуется особый навык. Ну, там, туземцы всякие, они умеют, либо специально обученные люди, они умеют лазить по пальмам, но у вас такого навыка пока нет. И вас предупреждают, что да, там есть плоды на этой пальме, и они очень такие прям привлекательные, но не время за ними лезть. Займитесь чем-то другим. А пальму оставьте пока до поры до времени. Вам еще нужно научиться, как на нее залазить. А вот когда научитесь, когда придет ваше время, тогда все там кокосы или что там на пальмах растет, финики, да, все сорвете. И это будет вашим. Не форсируйте, да, не торопите события. Поспешишь, людей насмешишь. Вам нужно это избегать, обязательно избегать. Дальше. Вижу, что какой-то человек очень хочет сделать вам приятно. Ну вот, как есть пословица, хотели как лучше, а получилось как всегда. Попытка, конечно, классная, да, желание замечательное, но реализация явно хромает, либо что-то пойдет не так. Возможно, это человек вам близкий человек, да, потому что с правой стороны события. Возможно, человек, ну, скажем так, да, не все получается, не все гладко. Задумка блестящая, идеальная, а вот реализация так себе. Не ругайте этого человека, а лучше пожалейте, потому что человек очень сильно расстроится из-за того, что не получилось. Из-за того, что там сюрприз не удался, либо купил не то, что надо, может, обманули там при продаже. Но что-то есть, и человек такой расстроенный, вот прям голову повесил, и грустно этому человеку. Тут еще вы накричите. Представляете, какая драма? Нет, ругать не надо. Не надо. И знаете, что человек, да, действительно хотел подарить вам радость. Либо хотела, да, может, это женщина. Но больше, конечно, похоже на мужчину. Так, дальше. Я вижу, что вы с кем-то прям сдружитесь. Но вы уже знакомы, да, может, общаетесь постольку, там, время от времени. Но идет такой момент, что вы прям будете с этим новым другом, либо новой подругой постоянно соприкасаться. И тут как сама судьба вас друг к другу подталкивает. Судьба дословно говорит так, что вы оба очень замечательные люди, и что вы должны дружить, да, вот как это веление судьбы.
вы вообще в судьбах друг друга прописаны, да, ваши судьбы в какие-то моменты, да, должны переплестись. И эти моменты, они уже настали. Почему это важно? Потому что, возможно, вы не хотите новых друзей, возможно, вы не хотите с кем-то сближаться, может, у вас уже есть свой круг общения, и вас он вполне устраивает, да, либо у вас там нехватка по времени, и дружба все-таки обязывает, да, и общаться, и встречаться, и даже как-то участвовать в жизни друг друга. Но вот судьба решила так. Вы с кем-то должны подружиться. У мужчины новый друг, у женщины новая подруга. Поэтому не сопротивляемся и дружим. Дружим, общаемся, вы потом поймете, для чего вы друг другу даны. А дружба будет крепкой, верной и долгой до конца, мне вообще идет. До конца, да. Своего человечка найдете. Обязательно найдете. Дальше вижу, что вы деньги в карман ложите. Либо это ваши сбережения, либо вы будете обналичивать деньги, либо вы деньги будете получать. Да, вы все разные, цыпка общая. Но деньги в кармане у вас есть. Вы так похлопываете по карману, да, и вот он такой пухленький, вы улыбаетесь, да. Ну, конечно, ощущение, когда у вас деньги есть, оно совершенно иное, чем когда денег нет, и вы думаете: господи, что делать, да, где деньги брать? Ну, вот он, ваш карман с деньгами. Дальше, переживания за мужчину. Ну, тут, скорее всего, муж у кого-то сын, может быть, брат, отец. Ну, опять же, не чужой вам этот мужчина, и у вас будут по поводу этого мужчины переживания. А знаете, я так скажу. Да, мужчина немножечко устроит нервотрепку какими-то своими словами, выходками, поведением. Но это не фатал. Да? Здесь есть с чем поработать, и плохого я не вижу. Возможно, какое-то обострение весеннее. Возможно, действительно у человека там выгорание. Возможно, человек там лишнего принял. Ну, бывает, всякое бывает. Вы, главное, что не обращайте особого внимания, да, все наладится, все будет хорошо. Там, если переживаете по поводу работы, будет работать, будет, там, кризис пройдет, все будет. Деньги, работа, занятость, да, бизнес, все будет. Если по поводу там дурных привычек, понимаете, жизнь такая тяжелая, столько много проблем. И многие люди, особенно мужчины, да, они вот как-то с детства приучают мальчиков все держать в себе, да, там, терпеть, ничего не говорить, быть мужественными, там, до конца стоять по стойке смирно. А этот стресс, он же требует выхода. И, возможно, да, вот из-за стресса мужчина может лишнее принять. Потом, знаете, пар выпустит и вернется к своему прежнему обычному состоянию. Вот нам, женщинам, в этом плане гораздо легче. Мы поплакали, поревели, да, прокричались, и стресс ушел. А мужчинам что делать? У них, видите, вариантов не так-то много, да. В основном это все заканчивается потреблением высокоградусных напитков. Как случилось, так случилось, да. Все хорошо с мужчиной будет. Прям четко показали. Все хорошо. Дальше буква А перевернутая. Знаете, тут человека такого показывают. Человек сам по себе добрый, хороший, открытый, мягкий, но такой бестолковый. Вот знаете, безалаберный мне вообще идет. Прям шиворот на выворот и постоянно в какие-то истории попадает. Вот я вижу, что из-за этого человека что-то новое не начнется. Что-то этот человек сделает, либо наоборот не сделает, либо сделает неправильно. И из-за этого могут быть заминки, отмены и как отложенная ситуация. Может быть, это, кстати, и к лучшему, да, потому что начинать новые дела на убывающую луну, такое себе, да, не очень. На растущую нужно начинать, да, на растущую. Но с другой стороны, я вижу, что все это поправимо. Конечно, потребуется там пару дней, может быть, и больше дней, но тем не менее, да, все поправимо. Не ругайте. Человек не имел ничего плохого на уме. Такой вот человек, да, там 1000 неудач. Вот такой вот человек, да, не хотел плохого, случилось, как случилось. Так, еще показывают, что ваши кости кто-то будет перемывать. Женщины будут перемывать.
Женщины знакомые, у кого-то даже родственницы отыграются. Что-то вот они такое у вас увидели, либо вы как-то так поступили, сказали, что не может их отпустить. И они такие: вот она какая, да, ох, какая нехорошая, да, вот ругаются на вас. Ругаются. Ну да, у кого-то даже отыграется, что вы их с поличным застанете. Представляете, они о вас там судачат, и вы двери открываете и говорите: здравствуйте, дамы. И они там раз и замерли, как эти мышки. А у кого-то отыграется, что вам кто-то донесет, да, человек вам расскажет. Даже, возможно, супруг одной из этих женщин придет и скажет, что вот моя там с ума сошла, тебя распекает, тобой недовольна. Да, такое тоже может быть. Ну, я не вижу, чтобы вы там обижались. Вы то ли привыкли, у вас уже иммунитет к этим сплетням, то ли, ну, понимаете, с кем имеете дело, и просто принимаете, да, что они такие, ну, вот такие, как есть. Так, еще. Ой, какие-то угощения показаны. Угощения, аж глаза разбегаются. Даже у меня слюнки потекли. Почему-то пахнет жареным мясом. Может, это шашлыки? Может быть, вы куда-то пойдете в ресторан, барбекю, может быть, и еще что-то. Ну, какая-то вкусняшка, просто вкусняшка, и прям стол ломится. Но вам явно гулять за этим столом, ну, сидеть, пить, есть. Это будет, ни в коем случае не отказывайтесь. Там такие вкусные угощения, праздник живота. А у вас будет мысли отказаться, то ли из-за занятости, то ли, ну, вот знаете, как-то настроения не будет. Нет, идите. Идите, вам это надо. Покушайте и за меня тоже. Да. Мне такое нельзя, я на диете, но вы за меня обязательно покушайте. Так, еще странный такой знак вышел. Голова то ли гуся, то ли утки. А вот тельца я не вижу. Голова и шея. Голова и шея с правой стороны у венца. Может быть, у вас какая-то договоренность состоится, то есть еще результата нет, самого гуся нет, но есть голова. Да, вы можете с кем-то о чем-то договориться. И человек слово свое сдержит, да, все это будет в силе и будет хороший результат. Но не в ближайшие 2-3 дня, допустим, да, там 4 дня, а чуть попозже будет хороший результат. Договоритесь, скорее всего, да. Либо вам пообещают, да? Может, пообещают вам заказ, либо какой-то классный покупатель ваш, там, постоянный, который там закупается очень много, скажет: я приду, дам заказ. И человек действительно слово сдержит. Вот. Хороший знак, да, неплохой. Нет, хотелось бы, чтобы все уже сейчас произошло, но пока только голова. Так, еще, мои хорошие, показывают, что вам не пригодится нож. Нож. Возможно, речь идет о каком-то конкретном ноже, а возможно, речь идет о тех словах, которые вы приготовили, заготовили. Может, ножом вы хотите защищаться, но вам это не пригодится. То есть не будет ситуации, где вы можете использовать этот нож, либо где он вам понадобится. Вот, не думайте, наверное, о плохом. Да, скорее всего, не думайте о плохом, и плохое не придет, его не будет. Нож останется в ножнах и останется на том месте, где лежит. Да, с собой не берите, потому что вам точно не пригодится. Дальше жираф показан, маленький, но шея, конечно, очень длинная. Что-то откладывается, либо срок ожидания становится дольше, да. И на то есть действительно какие-то серьезные причины, с которыми нужно считаться. Это не чья-то блажь, это не кто-то там, да, с кондачка придумал. Нет, там есть причина. Эта причина вам будет озвучена. А вас, конечно, это не порадует, но с другой стороны, информация будет настолько полная, что вы скажете: ну, раз такая ситуация, что поделаешь, да, будем ждать. Вот так и скажете, да, не расстроитесь, не обидитесь. Ну вот как бы да, как-то так. Вот правильно объясняют, вы понимаете, что там, скорее всего, да, какой-то форс-мажор и еще что-то случилось. И вы говорите: ну пусть будет, да.
И еще обращайте внимание на поведение своих животных, домашних животных. Кошечки, собачки, у кого-то хомячки, там, не знаю, крыски. Экзотические могут быть животные. Также вот у кого есть домашнее хозяйство, там курочки, корова, козы, свинки, да, ну вот животные, которые живут рядом с вами, либо с вами в одном доме, либо живут рядом с вами. Обращайте внимание на их поведение. Потому что я вижу, что животные ваши могут вас о чем-то важном предупредить своим поведением, нестандартным, нетипичным, да, вот как-то ведут себя. Могут предупредить о каких-то событиях, либо могут предупредить по поводу какого-то человека. Ну, допустим, какой-то человек зло задумал, пришел к вам в дом, а вы этому человеку доверяете, да, зла не ждете от этого человека. А ваше домашнее животное, да, начнет странно реагировать на этого человека. Сразу вам такой сигнальчик, да, глаз не спускай, что-то не то, либо тебя обманывают, либо тебя хотят использовать, там, обмануть тебя хотят. Также, возможно, перед какими-то более негативными событиями общего формата, допустим, там, перед плохой погодой, либо в современных реалиях может быть что-то и пострашнее, чем плохая погода. Это не для всех предсказания, а для кого-то конкретного идет. Вот животные могут вас предупредить. Просто наблюдайте. Но опять же, каждый хозяин знает свое животное и знает, что для животного норма, а что такое не норма. Просто примите меры, да, и пусть вас Бог бережет. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.